Это программа «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Якутия – самый большой и быстро развивающийся регион страны. В прошлом году республика смогла адаптироваться к санкционному давлению и продемонстрировала исторические минимумы, максимумы по добыче ряда традиционных видов сырья. Какой потенциал есть у региона в данной части, какое значение имеет геологоразведка сегодня и какие перспективы открываются для наших местных кадров? Об этом всем нам расскажет гость в студии Николай Тимофеев, заведующий кафедрой недропользователя Северо-Восточного федерального университета, кандидат технических наук. Николай Гаврилович, здравствуйте. Начнем с первого вопроса. Якутия всегда славилась богатой минерально-сырьевой базой. А насколько она сегодня разведана и какой потенциал у региона есть? Да, действительно, наша Якутия, она известна всеми полезными ископаемыми, которые указаны в таблице Менделеева. И, собственно говоря, это вызывает очень большой интерес крупных компаний, которые ведут деятельность на нашей территории. И это как раз-таки является также значительным объемом развития и увеличения потенциала компаний, которые у нас ведут деятельность, используя бережливые технологии, бережливое природопользование. И, собственно говоря, отчасти того, насколько разведана наша Якутия, могу сказать, что не ошибусь, если скажу, что наполовину того подтвержденного запаса, которое было изучено геологическими службами нашей республики. Мы сейчас кратко упомянули о санкционном давлении. Насколько отличается взгляд на добычу и разведку 20 и 30 лет назад и сегодня? Сильно отличается. Те разработки, технологии, методики, способы добычи и разведки полезных ископаемых, конечно, сейчас они исчерпали свои возможности. И современные геолого-разведочные компании, они как раз-таки идут ногу со временем, постоянно обновляется потенциал этих компаний, разрабатываются новые инновационные технологии, которые позволяют оптимизированно вести геолого-разведочную работу. Собственно говоря, что касается санкций, конечно, они преподнесли очень серьезные трудности, и перед геолого-разведочными компаниями брошен серьезный вызов, который сейчас уже всеми силами компании благодаря слаженной работе руководства, опыта компании и при поддержке государства эти временные трудности, они преодолеваются. Что касается взглядов еще раз на добычу и разведку, какие-то новые ноу-хау у нас сегодня существуют? Взгляды, само собой, совсем иначе. То, что было 30 лет назад, и сегодня совсем другие взгляды. Сейчас взгляд в основном идет на бережливое природопользование. То есть наша задача – это сохранение природы. И те технологии, методики, которые сейчас используют геолого-разведочные компании, как раз-таки нацелены на охрану окружающей среды. То есть меньший урон должен нанести. И, собственно говоря, в этом части геолого-разведочные компании, они стараются объединяться с научным сообществом, образовательными организациями и уже внедрить новые технологии, которые как раз-таки позволяют вести работу технологий бережливого природопользования. А есть ли у Якутии, у нашего региона, конкурент в части именно потенциала разведывательного? Тут ответ очевиден. Якутия лидер. И наоборот, все другие регионы хотят равняться с нами, что у нас потенциал такой велик, мощный, большой объем, и все крупные компании, которые мы знаем с телевидения, из социальных сетей и так далее, они все ведут деятельность на нашей территории. И, собственно говоря, другие регионы только стараются равняться с нами. Поэтому я тут еще хочу сказать, что в последнее время наша республика очень серьезно увеличила объемы разведки и добычи полезных ископаемых. А запас не закончится, если так быстро быть лидером, быстро все так извлекать? Как я уже сказал, сейчас, если я не ошибаюсь, то половина того подтвержденного запаса геологическим службам, она разведана. Это только подтвержденно. Плюс еще есть неизвестные, которые сейчас должны продолжаться. Поэтому я не думаю, что в ближайшее время у нас будет исчерпан запас полезных ресурсов. А все-таки есть какой-то топ-3 регионов по части потенциала? Якутия, понятное дело, на первом месте. Тут могу сказать, что, конечно, есть регионы, которые действительно ведут добычу и разведку полезных ископаемых. Это Красноярск, я бы хотел обозначить, это Тюменская область. Ханты-Мансийск, Тюменская область, по нефтянке, Тюменская область, может быть. А так, геологоразведка, она в основном проводится при разведке твердых полезных ископаемых. То есть полезные ископаемые делятся на две категории, твердые полезные ископаемые и жидкие. Собственно говоря, я сейчас бы хотел обозначить, позиционировать по твердым полезным ископаемым.
Поэтому, конечно, у нас есть регионы, да, которые в своей территории имеют определенный запас полезных ископаемых и твердых, и жидких. Но, тем не менее, вот наша республика, она остается лидером. Отлично. Сегодня, когда говорят про геологоразведку и в целом про минерально-сырьевую базу, часто используют термин юниорной компании. Что это за компании, чем они занимаются и какую функцию выполняют? Ну, юниорная компания – это компании, которые ведут геолого-разведочную работу, но не добычу. Да? То есть их задача – это проведение максимально возможных объемов геологического изучения на своих лицензионных участках. То есть они выставляют свои акции на торги для того, чтобы повысить свою привлекательность для инвестирования в компанию. То есть юниорная компания – это те компании, которые постоянно должны стараться, стремиться улучшить свои инвестиционные показатели, да, чтобы были инвестиции, были капиталовложения, чтобы они дальше развивались. То есть их задача, их миссия, да, могу сказать, что они должны постоянно наращивать объем геологоразведки. Тем самым они подтверждают свой потенциал для того, чтобы потом далее развиваться. А сегодня у нас на территории региона какие юниорные компании действуют, свою работу осуществляют? Так, ну, все перечислять, наверное, я не буду, да, потому что их много, да, но все мы прекрасно знаем, вот компания «Алроса», да, вот со своими дочерними предприятиями работает. Потом есть у нас развивающаяся компания «Арктик Капитал», да, вот, которая тоже, да, у нас очень хорошо себя порекомендовала. Плюс нефтегазовые компании, да, вот дочерние предприятия «Газпрома», «Роснефти», «Тасюренех», «Нефтегазодобыча» и так далее. Вот это те компании, которые сейчас, они имея в своих структурах дочерние предприятия, развивают юниорные предприятия. Да? Собственно говоря, юниорные предприятия, они как раз являются звеном, да, того, что там много работают молодые кадры, набираются опыта, и потом они уже создают либо свои компании, либо они уже по карьерной лестнице поднимаются на руководящей должности. Вот, насколько я понимаю, у юниорных компаний сегодня есть очень много рисков в работе, в том числе и самый большой, что сегодня геологоразведка не дает положительных результатов, так скажем. Ну, риски они всегда есть, да, и компании, и крупные компании, и юниорные компании в том числе то же самое. Но, как я уже сказал, юниорные компании, они стараются сохранять свои позиции в торгах, да, бирже, да, то есть это один из главных моментов того, что они могут привлечь инвестиции. Если, само собой, да, если геологоразведка, объемы проведенных исследований, изучений, разведочных работ, да, они не подтвердятся, то, конечно, это уже наносит серьезные риски. Да? Потом компании уже могут столкнуться с такой непредсказуемой ситуацией. Да? Но, тем не менее, перед тем, как создавать такие компании и вести деятельность юниорной компании, они уже знают свой примерный потенциал объемов запасов, которые находятся в пределах их лицензионных участков. Но, конечно, если у них уже идет разведка, и они уже подтверждают свой объем, они могут нарастить, вот, расширить участки, да, лицензионные участки. Тогда, конечно, у них уже повышается потенциал, и, собственно говоря, уже геологоразведка, она даст уже положительных результатов. То есть, в принципе, эти риски, они легко нивелируются? Как раз таки задача юниорной компании – это минимизировать эти риски. Да? Они постоянно, руководство этим постоянно занимается. Как раз таки набирая опытных специалистов нового поколения, да, новые кадры, разрабатывая новые технологии, методики, они как раз таки минимизируют эти риски. Ну, безусловно, сфера геологоразведки – это сфера исключительно профессионалов, профессиональных кадров. Как сегодня с этим обстоят дела с подготовкой специалистов? Как оцениваете профессиональную подготовку в ВУЗе? Ну, как представитель Северо-Восточного федерального университета, руководитель выпускающей кафедры нерапользования, скажу, что на нашей республике, вот в Северо-Восточном федеральном университете, очень хорошо ведется подготовка специалистов. И наш факультет, геолого-разведочный факультет, он является единственным структурным подразделением университета и в целом по Якутии, где ведется подготовка инженеров-геологов разных, да, профессий с высшим образованием. Это как раз-таки очень привлекает, и мы, факультет, тесном взаимодействии со всеми крупными компаниями, и юниорными компаниями, и крупными компаниями, да, которые ведут деятельность на нашей территории, в тесном взаимодействии. Постоянно мы с ними развиваем направления, образовательные программы, материальную базу. То есть у нас это все идет в постоянном темпе, постоянно мы наращиваем, и они ставят нам задачу, мы им ставим задачи, то есть мы объединенно решаем поставленные перед нами задачи. И в этой части я могу сказать, что подготовка профессионалов, да, вот, для геологической отрасли, она
очень хорошая. Именно на нашей территории она очень хорошая. И, собственно говоря, вот похвастаюсь, да, вот буквально на прошлой неделе мы получили рейтинги, да, топ-20 вузов Российской Федерации, и наше направление нефтегазового дела, оно попало, заняло достойно 15 место, да, вот топ-20 вузов Российской Федерации. То есть это тоже, да, говорит о том, что наши направления не развиваются, есть внимание, да, со стороны компании, и, собственно говоря, наши студенты, они, поступая к нам, получают все возможности для того, чтобы развиваться как профессионал. А сколько в год выпускается студентов, именно профессионалов? Так, ну, конкретные цифры я не могу обозначить, да, потому что мы еще в этом году не выпустили, да, потому что по разным причинам могут студенты и уйти в академию, допустим, да, либо потом продолжить и так далее. Но порядка 90, да, где-то около, не более 90 мы выпускаем. Ну и, безусловно, они все проходят практику на производствах, на местах. Да, конечно. У нас самое главное наша, сейчас модное слово, фишка, да, могу сказать, что это все наши студенты имеют возможность после второго курса, если бакалавриат, и после третьего курса, если это специалитет, пройти оплачиваемую производственную практику на компаниях, да, которую я обозначил, вот, которые ведут деятельность на нашей республике. И, собственно говоря, они получают очень хорошую зарплату. Это как раз-таки стимулирует наших студентов, чтобы они старались учиться хорошо, порекомендовали себя и после завершения уже пришли на работу в эти компании. Николай Гаврилович, ну сейчас идет этап ЕГЭ, дальше начнется процесс поступления. Я думаю, сейчас есть смысл обратиться к абитуриентам, к вашим будущим студентам. Спасибо большое. Конечно, воспользуйтесь этой возможностью. Как раз таки буквально через месяц, да, начнется уже приемная комиссия. И наш университет откроет свои двери, по всем направлениям будем принимать заявки. Я бы хотел обратиться к своим дорогим абитуриентам, чтобы вы осознанно уже поступали на наше направление геолого-разведочного факультета. У нас достаточно хорошее много направлений, которые представляют большие перспективы. Потом вы будете уже работать на таких крупных компаниях, как Алроса, Роснефть, Газпром и так далее. То есть перед вами открываются все возможности, которые вы можете реализовать, обучаясь уже в стенах нашего факультета. Поэтому ждем вас. На социальных сетях у нас объявление будет, так что следите и поступайте к нам. Какие экзамены нужны, чтобы вам поступить? Для того, чтобы поступить, обязательно, да, это русский язык, математика профильная, вот это самое главное, да, и либо физика, либо информатика. Если у вас эти экзамены сданы, пожалуйста, приходите, подавайте документы и поступайте уже в ряды наших студентов геолого-разведочного факультета. А средний балл? Средний балл, она колеблется, да, сейчас я не могу сказать, потому что результаты ЕГЭ пока неизвестны, да, школьники только начали сдавать, но сразу хочу сказать, что мы принимаем документы не только у ЕГЭ, да, школьников, но и к нам могут поступить выпускники средних профессиональных образований, которые хотят повысить свое образование, да, получить высшее образование, они могут к нам подойти, подать заявление, и потом уже по собеседованию и по внутренним экзаменам они уже поступают. То есть там тоже есть конкуренция, да? Подают заявки, мы их фиксируем, потом назначается дата экзамена, они сдают экзамен, получают определенное какое-то количество баллов, и потом с этим баллом они поступают. В прошлом году средний балл у нас был по-разному, да, где-то около, средний балл могу сказать где-то 60, да, где-то вот так примерно было. 50-60 это средний балл по итогу вот 3 экзаменов, да, примерно так. В этом году как будет, вот я пока не могу сказать. Николай Гаврилович, спасибо вам большое за интервью. Будем надеяться, что у нас и дальше будет еще больше профессиональных кадров именно в сфере геологоразведки. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До новых встреч.